Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, уважаемые приглашенные. Давно мы с вами не встречались в связи с этой пандемией. И вот у нас в этом году, значит, первое заседание начинается. Повестку дня вы все получили, да? Я ее на всякий случай еще раз озвучу. Первое, значит, это о ситуации загрязнения водных объектов рек Марха и Далдын. Поставили этот доклад Анисимовой Полины Сергеевны, заместителя главного инженера по вопросам экологии акционерной компании «Алроса». Содокладчиком у нее будет выступать Павленко Сергей Витальевич, директор Удачинского ГОК АК «Алрос-1». Также там вторым докладом у нас, это выступлением стояло, это как его, о захоронении рассолов Удачинского ГОК в том же этом дне. И докладчиком был заявлен Пискин Эдуард Валерьевич, заместитель министра экологии. Но сейчас только что нам сообщили, что здесь это, как его информацию будет предоставлять первый заместитель министра Яковлев Семен Иванович. И третье, значит, после того, как мы все это обсудим и так далее, то уже оставим сами и общие вопросы наши решим. Так, работа будет строиться так. Мы сейчас Полину Сергеевну заслушаем. Так, вот к второму вопросу сразу переходим или сразу начнем? Вот после того, как Полина Сергеевна, Сергей Витальевич нам доложит, будем задавать вопросы. Или дождемся всех выступающих, и после этого пойдут вопросы. Коллеги, ваше предложение. Послушать всех, потом вопрос. Хорошо, тогда... Полина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Никита Михайлович, здравствуйте, уважаемые члены Совета, в том числе приглашенные участники. Повестка со стороны НТС уже была объявлена, поэтому я повторяться не буду. Единственное, что хотелось бы отметить, что мы сегодня подготовили два кратких презентационных материала. Первый материал касается непосредственно того прецедента, который произошел на реке Далдын, и по состоянию которого, то есть у нас сейчас на протяжении уже последнего месяца проводятся различные проверки со стороны органов исполнительной власти. А второй, такой тоже достаточно краткий презентационный материал, буквально на 5 минут, это, то есть, касается непосредственно уже ситуации по реке Марха. И я так думаю, что, наверное, помимо прочего, всех также интересует вот тот вирусное видео, которое, даже фото, наверное, которое на сегодняшний момент было, то есть, интенсивно распространено по всем сетям WhatsApp. Иннокентий Михайлович, подскажите, пожалуйста, у нас какой регламент сегодняшнего совещания именно по времени? Иннокентий Михайлович, вас не слышно. Включите микрофон, пожалуйста. Полина Сергеевна, примерно сколько времени вы просите? Первый доклад в отношении по реке Далдын по технологическому переходу у нас ориентирован на 7 минут. Второй доклад у нас ориентирован на 5 минут. То есть суммарное время, которое мы займем, это не более 13 минут. Хорошо. Так, и еще, значит, на вопросы, выступления и так далее по 5 минут давать будем. Хорошо? Спасибо, Михайлович. Тогда, коллеги, мы сейчас начинаем демонстрацию первой презентации. Ее докладчиком будет директор горно-обогатительного комбината «Удачный» Павленко Сергей Витальевич. Сергей Витальевич, я передаю вам слово. Да. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Хочу поприветствовать вас, Иннокентия Михайловича. И в первую очередь хочу сказать спасибо, что пригласили нас как раз на научно-технический совет и дали нам возможность именно объективно донести информацию, которая происходит на сегодняшний день, происходила. Так как Полина Сергеевна отметила, действительно в сети интернет очень много противоречивой информации, поэтому для нас очень важно, чтобы также мы обсудили, от вас выслушали, вы от нас ту информацию, которая реально происходит на сегодняшний день. Начну я опять с той информации, которую мы уже неоднократно доводили на всех уровнях, той ситуации, которая действительно произошла у нас в начале месяца. Значит, вкратце о самом объекте. Технологический переход через реку Далдын, он входит в состав объектов узел закачки шахтных и дренажных вод рудника «Удачный» на участке левобережной. Его конструктив состоит из правобережной и левобережной части. Это основа, это свайный фундамент по обоим берегам. Это оттяжки, которые удерживают пилоны, собственно говоря, сами пилоны. И на этих пилонах конструктив – это цепной
из металла, который, собственно, удерживает уже саму конструкцию технологического перехода. Это две несущих трубы, соединенные между собой переходной площадкой, по которым как раз внутри в чехле-футляре проходят технологические трубопроводы. Что произошло? Значит, за двое суток до этого события, 8, а потом 9 апреля, значит, традиционно нам поступает от МЧС информация о возможных предпосылках, рисках каких-то аварийных ситуаций. И в этот раз мы получили 8 числа, потом 9 числа информацию о высокой степени вероятности возникновения чрезвычайной ситуации и аварии в результате прогнозируемых порывов ветра, то есть сильные порывы ветра вплоть до штормового. Соответственно, мы традиционно, когда получаем такие уведомления, мы проверяем свои объекты и готовность их, и был произведен осмотр как раз-таки в том числе и этого объекта. При осмотре было выявлено, что трубопроводы находятся в целостном состоянии, конструкции сваи также повреждений не имеют, но на металлоконструкциях оттяжки правого пилона было выявлено, что на высоте ориентировочно 3 метров наблюдается начальный процесс образования трещины. Соответственно, были приняты незамедлительно решения, что необходимо производить ремонт. Да, коллеги, вопрос, да, какой-то? Да. Это звук, пожалуйста, включите, докладчик, потому что я вынужден был выключить всех, а теперь включите, пожалуйста. Сейчас слышно, да? Да, вот. Хорошо, спасибо, Иннокентий Михайлович. Незамедлительно были приняты следующие решения, что необходимо производить ремонт данной металлоконструкции, на которой была выявлена трещина. Соответственно, для этого была приостановлена закачка на узел левобережный. Мы перевели планово закачку на резервный узел Киенгский. Соответственно, произвели подготовительные работы, выполнили промывку трубопроводов, вывесили запрещающие знаки на перемещение персонала, так как это было уже небезопасно и могло привести к травмированию. И приступили к разработке как раз мероприятий по ремонту и планировали с понедельника уже приступить к ремонтным работам с 12 числа. Но, к сожалению, подтвердилось прогноз МЧС, был действительно сильный порывистый ветер, и в результате этого ветра произошел излом, вот как вы видите на фотографии, здесь указана точка этого излома по металлу, оно зеркально видно на левом берегу, вот на этой оттяжке была трещина, и при раскачке, при сильном порывистом ветре вот эта оттяжка как раз лопнула вместе трещины, и, соответственно, как видите на следующей фотографии, то есть произошла деформация металлоконструкции, потеряв устойчивость, конструкция опустилась как раз над руслом реки, вся конструкция. И произошло как раз на левом берегу, вот в месте, где красной точкой указано нарушение целостности водовода. В этот момент, я напомню еще раз, подача шахтных рудничных вод на участок левобережного уже не осуществлялась, она планомерно в прошлые сутки была переведена на участок Киенгский. Незамедлительно были отобраны пробы остатков промывочных вод, которые вышли на рельеф. Соответственно, на данном слайде вы видите результаты этих проб. Мы в первую очередь, конечно, понимаем, что это там до этого перекачивали шахтные рассолы, определяли минерализацию, и, как видите, минерализация была существенно ниже даже нормативов ПДК, и по всем остальным показателям также она была в нормативах. Исключение был магний, но он, собственно говоря, что на фоне, что в этом месте, там имел незначительное превышение. Соответственно, это давало и делало выводы о том, что не попали ни на рельеф, ни тем более в речную сеть рассолы, которые перекачивались по данному трубопроводу. Соответственно, на следующей неделе, сразу после этого события, был разработан план мероприятий. Мы провели совещание на уровне Министерства экологии. Был согласован план работ по срочному восстановлению металлоконструкции. Мы провели анализ, выработали технические решения, которые надежность повысили конструкцию, приступили к оформлению разрешительной документации, провели демонтаж металлоконструкции, дефектовку узлов, изготовили поврежденные элементы, провели монтаж пилона и восстановили технологический переход. И после чего очистили площадку для ремонтных работ и привели полностью русло и береговую часть в первоначальное состояние. По состоянию на 5 мая работы по восстановлению технологического перехода были выполнены в полном объеме. Вот здесь представлена как раз фотография уже, по сути, восстановленного моста, которая была произведена как раз после его восстановления.
Значит, сразу же 13 числа апреля, когда это произошло, нам прибыла комиссия экологического надзора Минэкологии, были отобраны пробы. Результаты проб указаны в верхней таблице. Значит, результаты проб показывают, что на фоновых показателях в 1000 метрах выше, в 500 метрах выше, в месте мостового перехода и ниже мостового перехода показатели маркерные, они в принципе сопоставимы, имеют превышение от норматива, там, но они сопоставимы между собой. То есть это говорит о том, что если бы высокоминерализованные рассолы, показатели которых указаны в нижней таблице, действительно были излиты на рельеф, на русло реки, и причем надо отметить, и коллеги с Минэкологии, которые проводят расследования, собственно, у нас 3 организации проводят расследования, когда прибыли, русло реки было покрыто льдом, значит, где отбирали пробы. Если бы рассолы туда действительно попали, этот лед был бы растоплен. Соответственно, и показатели были в сотни и в 1000 раз больше, которые указаны здесь. Это данные как раз, в том числе лаборатории РИАЦЕМ. Мы, собственно, параллельно отбирали эти же пробы. По состоянию, собственно говоря, на сегодняшний день проверка в отношении компании «Алроса» еще не завершена. Проводит, как я говорил, 3 ведомства. Это Минэкологии, Росприроднадзор и Росрыболовство. И сейчас выводы о совершении компании «Алроса» каких-либо нарушений природоохранного или иного законодательства, а также наличие вины в каких-то нарушениях, загрязнениях, могут быть сделаны только по результатам проведения предусмотренных законодательством проверочных процедур, которые на данный момент еще не завершены. Каких-либо юридических актов, устанавливающих наши нарушения, пока там не принято и нам не поступало. Поэтому выводы на сегодняшний день делать точно рано. Значит, также хочется отметить, что регулярно проводились как и нами, так и специалистами всех 3 контролирующих органов проверки и замеры. И вот крайние результаты исследований проб показывают реки Долдын, брали из 4 точек, и они показали устойчивое отсутствие загрязнения какими-либо там шахтными водами или минерализованными водами. Значит, на данной таблице указаны результаты. Отбиралась 13 апреля совместно с Росрыболовством, то есть проезжало Росрыболовство, отбирало пробы, мы параллельно отбирали пробы. Вот данные нашей лаборатории по всем показателям, которые являются маркерными к нашим технологическим рассолам, превышения нет даже выше нормативов. Но результаты, которые отбирали Росрыболовство, у нас на сегодняшний день нет. Когда пройдет расследование, мы их получим. Я с большей вероятностью уверен, что они сопоставимы. Значит, 13 мая или 13 апреля. Да, 13 апреля, извините, пожалуйста, да. Значит, это вот вкратце о той ситуации, которая происходила. На настоящий момент хочется отметить, что проведено расширенное заседание под председательством председателя правительства Республики Саха-Якутия совместно с научными тоже представителями научных организаций. Мы подробно обсудили как раз вопросы работы схемы водоотлива, закачки шахтных дренажных вод. Значит, наработали определенные там решения, договоренности, и которые мы, собственно, будем реализовывать. Мы, в свою очередь, также и проживаем на этих территориях, и мы нацелены абсолютно на максимальную экологичность. Поэтому еще раз я прошу всех объективно относиться к ситуации, там, не распространять какую-то заведомо неподтвержденную информацию. Мы полностью уже на каждом совещании показываем, рассказываем, доводим все результаты, значит, максимально открыты в диалогах и максимально стараемся работать экологично. Это мы выступали и на Нюрбинской сессии районных депутатов, и, собственно говоря, на всех остальных совещаниях. Вкратце у меня все. Позже мы готовы ответить на все вопросы. Сейчас я передаю слово Полине Сергеевне, и вкратце тогда также информация будет о текущем вопросе по загрязнению реки Марха. Пожалуйста, Полина Сергеевна. Я включаю? Да, включайте. Здравствуйте, коллеги, еще раз, то есть я бы хотела сейчас продемонстрировать результаты, которые были проведены буквально оперативно, непосредственно с ночи 16 на 17 и сегодня утром 18 в том числе. Это по результатам
той информации, которая была распространена в группах WhatsApp, да, то есть, ну, наверное, вам эти картинки всем знакомы, да, вот такая достаточно апокалиптичная версия: Таурус убивает реку Марха, да, 16.05, ГОК Айхальский. Причем здесь горно-обогатительный комбинат Айхальский, да, ну, не совсем понятно, но вот для красного слова все нарисовано. Вчера непосредственно я вылетела с Мирного в Полярный и сразу же с аэропорта направилась, то есть в Айхальский горно-обогатительный комбинат. К сожалению, то есть погодные условия, все, которые были, то есть на протяжении последних 2 суток, они нам известны. Мой самолет был задержан, то есть я прилетела туда после обеда. При этом, то есть коллеги наши уже с утра непосредственно работали на этой площадке. В обед туда выехала еще одна группа вместе с представителями администрации Айхала. И ближе к вечеру, уже где-то часов, наверное, в 5-6, непосредственно я сама лично была на этом объекте. То есть что бы хотелось, скажем так, непосредственно отметить? Ну, во-первых, еще раз, да, то есть мы говорим о том, что, например, хвостохранилище обогатительной фабрики, то есть номер 8, то есть Айхальского горно-обогатительного комбината у нас находится вот здесь. То есть непосредственно прямого воздействия с объектов ГОКа на реку Марха они отсутствуют. То есть у нас данный объект располагается на ручье Саксолов. То есть вот непосредственно само русло речья Саксолов, вот его устье и вот сама река Марха. Для того, чтобы, скажем так, ну, объективно посмотреть, что было, мы провели, наверное, такое краткое видео, то есть на котором отобрали воду просто из реки Марха для того, чтобы показать, какой естественный цвет воды находится в Мархе. И когда вот из нее достаешь, вот это остатки той шуги, которую непосредственно я сама лично уже застала. И когда ее достаешь из реки, то есть мы видим, ну, на что она похожа. По сути, в принципе, это такой скомпонованный, то есть комковатый снег. Потому что идет паводок, да, в этом ничего там противоестественного либо аномального абсолютно нет. И тот вот снег, который интенсивно выпадал за последние сутки, то есть и у нас, например, точно так же фиксируются там снежные покровы высотой, то есть до 30-50 сантиметров, то есть вот этот снег, естественно, он покрыл полностью всю ту шугу, которая шла по реке. Это вот остатки, скажем, той шуги, которая была визуально сначала продемонстрирована на фотографии. Что в ней противоестественного, то есть, ну, может быть, то есть там дальше по вопросу мы будем обсуждать и смотреть. То есть естественный ход, то есть паводкового периода. Вот это конкретно наглядно продемонстрировано. Притом, когда мы ехали непосредственно к самой Мархе, где-то примерно на 91-м километре, то есть по трассе от Айхала в сторону Мирной, то есть есть ручей без названия. То есть вот мы остановились специально около этого ручья для того, чтобы, ну, просто посмотреть, а что, какой цвет вообще воды непосредственно в ручье. Вот, то есть при вас сейчас было продемонстрировано видео, как я сама лично, да, то есть там отобрала стеклянный, ну, то есть прозрачный как бы стакан, то есть воду из этого ручья. Каких-либо объектов, то есть возле этого ручья, естественно, не присутствует. Стоит вообще отметить, что в принципе, как вы знаете, потому что мы здесь все с вами вместе живем, то есть цвет реки и цвет акватории, то есть он не является, то есть, ну, прозрачным. То есть, вот сейчас, то есть непосредственно представлен гидроузел на реке Ирыляк, да, то есть он вообще в принципе предназначен для питьевого водоснабжения города Мирный. То есть это паводковый период 2020 года. А вот это, то есть там видео, то есть на реке Вилюй, где мы непосредственно занимались в свое время выпуском непосредственно мальков. Тоже можете видеть, да, какой устойчивый, ну, так называемый там цвет чая или оранжевый чай, то есть уже вот это на реке Вилюй. То есть вот это вот само видео непосредственно сейчас реки Саксолов, которое было сделано, то есть с квадрокоптера. Как вы можете видеть, вот на фотографии, вот оно устье Саксолоха, которое, вот оно непосредственно Марха, который попадает в Марху. Идентичный, абсолютно одинаковый оранжевый цвет. Ну, это вот выше показано как раз. И вот непосредственно сама сейчас видео Мархи. Вот она та шуга, которая шла и которая была показана непосредственно на видео. Это ее, безусловно, скажем так, остатки, потому что та основная масса, то есть она прошла непосредственно 16 числа, то есть, а это видео с квадрокоптера 17 числа. Поэтому говорить о том, что что-то там Айхальский горно-обогатительный комбинат сбрасывает, то есть Марху, или говорить о том, что цвет реки Марха там
такой вот цвет, условно говоря, чая, это именно из-за там, действия горно-обогатительного комбината, или говорить о том, что шуга, ну, то есть вот снег, который лежал на шуге, то есть и принял естественный окрас водного объекта, то есть это опять какое-то воздействие со стороны Бока, ну, наверное, коллеги, то есть это... Ну, не то, что в корне неверно, да, это даже, ну, как-то, наверное, кощунственно просто-напросто. Я присоединяюсь к словам Сергея Витальевича. Пожалуйста, давайте мы будем давать объективную информацию, то есть, потому что очень важно донести до сведения там жителей, да, то есть там неравнодушных граждан, то есть тех же самых общественных или необщественных организаций, что вот подобные вирусные фотографии, которые, то есть, выбрасываются в сеть, они по своей сути не имеют никаких ни фактических подтвержденных данных, никаких, то есть там достоверных сведений. Мы точно так же оперативно и утром 17 числа, и в обед совместно с администрацией Хальского ГОКа, тоже 17 числа, провели отбор проб по воде. Сейчас, ну, исследования еще не завершены, но тот вот экспресс, то есть быстрый тест, который мы проводили, то есть там по тем исследованиям, которые можно сейчас провести в нашей лаборатории, то есть в лаборатории там промышленно-санитарная Хальского ГОКа, остальные пробы были законсервированы и отправлены в лабораторию анализа состояния окружающей среды в Институте Днепромлас, говорит, например, да, о том, что вот так называемые маркерные вещества, это вот как, например, бромиды, да, содержание там в морхе, то есть порядка 0,5. Это при предельно допустимой концентрации 1,35. Литий менее 0,15. То есть это при ПДК 8. Магний варьируется в диапазоне 2,6, 2,23. Это при ПДК 40. Натрий там 2,02-2,49. Это при ПДК 120. Ну и стронций точно так же, то есть в диапазоне 0,06. 0,09, это при предельно допустимой концентрации 0,4. Это вот те исследования, которые буквально были проведены, отобраны пробы вчера утром и в обед, и в течение вчерашнего вечера и сегодняшней ночи, то есть, да, были получены вот эти первичные результаты. Это то, что касается вот этой вот, ну, такой вот как фотографии, наверное, да, которая была там размещена. Какой имеет посыл, то есть лицо, которое ее размещает, ну, наверное, то есть я не берусь там делать оценку, да, я все-таки эколог, я не политолог, то есть пускай с этим разбираются там соответствующие органы, соответствующие ведомства. Но, наверное, то, что лицо, которое размещает эти фотографии или вот это видео, то есть не готов говорить об этом открыто, наверное, все-таки показывает и демонстрирует, то есть вообще исходные его посылы. Научно-технический совет, да, на то и называется научно-технический, чтобы мы с вами могли сегодня объективно, скажем так, рассмотрев все имеющие материалы, факты и данные, то есть прийти к итоговому выводу и дать соответствующие экспертные заключения и экспертные оценки, которые будут размещены, то есть как там на каких-то информативных ресурсах непосредственно компании, так и на информационных ресурсах, то есть участников сегодняшнего НТС. Коллеги, спасибо вам большое за ваше внимание, то есть, в принципе, там видео там осталось там на незначительное количество секунд, поэтому можно считать, что вот вторая часть, то есть нашего презентационного материала, она закончена. Еще раз благодарю вас за внимание. Вопросы? Так, сейчас мы переходим к вопросам, или мы заслушиваем сейчас это, как его, информацию первого заместителя министра охраны природы Яковлева Семена Ларионовича. Мне кажется, надо заслушать Семена. Лучше заслушать, а потом уже... Да, хорошо, я тоже думаю, что нужно, да. Ага. Семен Ларионович, пожалуйста, вам предоставляется слово. Сколько минут просите вы, Семен Ларионович? 10 минут. Хорошо. Добрый день, уважаемый Лихантий Михайлович, члены Общественного экологического совета, представители компании «Алроса». Так, Министерством экологии и природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия на всей территории республики осуществляет региональный экологический мониторинг.
Зона воздействия промышленных объектов акционерной компании «Алроса». Лабораторный контроль качества воды проводится на водных объектах река Вилюй, Марха, Ярелях, Далдын и их территориях. В южном течении отбор проб воды в разные гидрологические режимы производится возле населенных пунктов Малакай, Маджагас, Агаджа, Киров, Джархан и устье реки Марха при участии представителей администрации муниципальных образований. В этом году, после факта повреждения трубопровода в районе морского перехода через реку Далдын, в Министерстве экологии Республики проведено обследование рек Далдын и Марха с отбором проб, по результатам которого установлены факты загрязнения водных объектов. 13 апреля текущего года установлен экстремально высокий уровень загрязнения воды реки Далдын свинцом места повреждения трубопровода. Установлено загрязнение взвешенными веществами, железом, аммонием, магнием, стронцием, литием, бромид-ионами, марганцем и медью. Так, и по содержанию свинца. Норматив предельно допустимой концентрации в воде водного объекта рыбохозяйственного назначения был превышен 14,3 раза. Это считается экстремально высоким уровнем загрязнения воды. Также, согласно экспертному заключению номером 43, 26 апреля текущего года, инспекция ГБРЦ в воде реки Далдын в пунктах отбора проб места повреждения трубопровода и 500 метров ниже от места повреждения трубопровода зафиксировано увеличение концентрации компонентов, специфичных для рассолов, таких как бромид-ион, литий, стронций, по сравнению с фоновыми пробами, отобрано выше места повреждения трубопровода. 15 апреля текущего года, согласно экспертному заключению номером 46, ГБРЦ зафиксировано загрязнение воды реки Далдын в районе выхода рассолов на правом берегу реки, непосредственно близости от Кенского полигона захоронения рассолов. При этом необходимо отметить, что фоновые показатели воды реки Далдын выше устья реки Сатыган по данным многолетнего мониторинга не превышают рыбохозяйственные нормативы по содержанию специфичных загрязняющих веществ. Это бромид, литий и стронций. В нижнем течении реки Марха в период 19 по 13 апреля текущего года ежедневно проводится лабораторный контроль качества воды реки. Было исследовано 25 проб, отобранных в районе населенных пунктов Малакай, Малджагарна и Галджа. По результатам исследования установлено загрязнение воды реки Марха в районе населенных пунктов, вышеназванных населенных пунктов бромидом, магнием и стронцием. Превышение хозяйственно-питьевого норматива по содержанию бромид-иона от 1,6 до 3,1 раза зафиксировано во всех 25 пробах. По данным управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, которая также проводила исследования проб воды реки Марха, были установлены превышения хозяйственно-питьевых нормативов по содержанию бромидов в воде реки Марха в районе Малака 2,4 раза. По информации директора Уданческого ГОКа АК «Алроса» Павленко Сергея Витальевича, во время совещания с депутатом Нербинского МУСа, после повреждения трубопровода, использованного для откачки шахтных вод из рудника Удачный через реку Далдын, захоронение рассолов осуществлялось Удачным ГОКом на Кенский полигон захоронения деревянных рассолов. В 2012 году Министерством охраны природы Республики Саха-Якутия был установлен факт загрязнения реки Далдын и Марха рассолами из источника, обнаружено в поменной части реки Далдын. По правому берегу 1,6 километров выше устья речка Кенгурях. Источник рассолов расположен на территории, прилегающей к горному отходу Кенского полигона, захоронение деревянных вод Карелы Дашни. Минерализация рассолов, изливающихся в реку Далдын, составляла в 2019 году 120 и 140 граммов на литр. Расход рассола был зафиксирован на уровне 150 километров в час. Вода источника высоко минерализованная, характеризуется экстремально высоким содержанием солевых и специфичных для рассолов компонентов, лития 47,93 мг в дециметр кубическом, стронция 426 мг в дециметр кубическом, бромида более 1450 мг в дециметр кубическом,
наличие рубидия, цезия, также свидетельств о конкретной схожести рассольного карьера трубки удачный угол. Объем рассола, попадавший в реку Далдын, согласно расчету, проведенного специалистами Якутгидромета, составляет в сутки 3,4 тысячи километров. За год 1 миллион 200 тысяч миллионов километров воды. При этом годовой объем закачиваемых после многолетних мерзлых пород дренажного рассола по данным удачного угла составляло в 2019 году 1 200 000 километров воды. Общий объем дренажных рассолов, захороненных на полигоне Киевском за первую эксплуатацию, составил более 19 миллионов километров, на Октябрьском полигоне захоронения 10 миллионов 600 тысяч километров. 30 января 2013 года по результатам военного совещания удачным перезаместитель председателя правительства Павла Алексеевича Мариничева был принят ряд решений природоохранного характера. АК «Алароса» ПАО было поручено прекратить закачку рассолов на Киевский полигон захоронения дренажных вод карьера удачным после ввода эксплуатации полигона захоронения дренажных вод левобережный, а также выявить причину выхода рассолов непосредственно от границы водного отхода полигона захоронения Киевский. В феврале 2013 года Министерством охраны природы Самия Дальшевским блоком проведено комиссионное обследование рек Далдын и Марха. Высокая концентрация загрязняющих веществ, характерных для дренажного рассола, многократно превышающая установленные нормативы, стойко фиксирует зимние межи 2012 и 2013 годов. Здесь уже показано в слайде. Так, в воде реки Далдын и реки Марха до метеостанции Шалагонцем, расположены 100 километров от устья реки Далдын, ниже по течению реки Марха, и 140 километров от места выхода в рассолов, минерализация воды в устье части реки Далдын достигала 16,3 грамма в кубе. Это 16 раз превышало норматив. Содержание специфического компонента превышало установленный нормативный предел допустимой концентрации вредных веществ в воде водных объектов рабохозяйственного значения: бромидов 174 раза, стронция 106 раз, литий 63 раза. При этом в воде река Марха в 6 километров выше по течению устья реки Далдын минерализация была зафиксирована на уровне 2 ПДК. Содержание бромид иона превышало ПДК лишь 2,5 раза. В нижнем течении реки Марха на территории Нергинского района и в село Молока и Малджагар на протяжении всего зимнего периода 2013 и 2019 года концентрация специфических компонентов второго класса опасности брома 5,8 раз превышала норматив качества воды. Использование для питьевых целей установлен 0,2 мг в десиметр в кубе. Совместное комиссионное обследование рек Далдын, Марха, территории выхода рассолов на границе горного отвода Киевского полигона, захоронение при участии специалистов Дальческого ГОГа проводились в апреле, ноябре, сентябре 2013 и 2014 года. Обследование принимали участие Минская геологическая экспедиция Павлороса и специалисты Института миротворения Академии наук имени Мельникова, Института прикладной экологии Севера Академии наук. Удачный Свидок ежегодно исполнял комплекс мероприятий по минимизации негативного воздействия на водные объекты реки Далдын и реки Марха. После завершения закачки рассолов на Киевский полигон захоронения в течение 2013-2015 годов было зафиксировано снижение дебита рассолов, развивающихся в реку Далдын. Это в 2012 году было 150 кубических в час было в кубе, в 2013 150 в кубе, в октябре 2013 года уже снизилось на 100 кубов, в 2014 на 40 кубов в час, в 2015 на 22 куба в час, и в 2016 году стало 12 кубов в час. Постепенно снижалась и степень загрязнения реки Далдын и Марха. По результатам 10 лет наблюдения за источником загрязнения водных объектов, расположенных на территории, прилегающей к горному отходу полигона подземного захоронения Киевского полигона, отмечаем
Во-первых, произошло снижение уровня расходов рассолов, круглогодично поступающих в реку Талды с территории, прилегающих к горному отводу полигона захоронения Кинский, Удачинского ГОКа. Это в 2012 году было 150 кубов в час, и в 2013 было 19 кубов в час, а в 2016 году было 14 кубов в час. Во-вторых, произошло снижение уровня загрязнения водных объектов реки Далдын и Марха, обусловлено снижением расходов рассолов, изливающихся в реку Далдын на территории, прилегающих к горному отводу полигона захоронения Кинский, экстремально высоких уровней загрязнения с солевыми и специфичными диагностическими компонентами. В 2012-2013 годах до нескольких ПДК рыбохозяйственного назначения в 2016 году и позднее. Максимальный уровень загрязнения фиксируется в зимний месяц, период снижения уровня воды водных объектов. В 2020 году по результатам лабораторных исследований установлено периодика поступления рассола в воду ручья без названия левого перетока реки Улахан-Бхаттах во время воздействия полигона захоронения минерализованных вод рудника Удачный и Левобережный. Так, учитывая расширение сетей полигонов захоронения дренажных вод на предприятиях компании, считаем необходимым. Во-первых, уточнить методические аспекты практическое применение способа подземного захоронения дренажных вод, многолетней межлунной толщу и определить продолжительность безопасного в экологическом плане эксплуатации полигонов. Во-вторых, акционерная компания «Алуроса» совместно Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия, Институтом межлунотоведения имени Мельникова, Институтом биологических проблем прилетоза Саран и Янцы Саран провести комплексное исследование реки Далдын и Марха и их притоков, зона воздействия полигонов, подземное захоронение дренажных рассолов Удачнинского ГОКа. В-третьих, акционерная компания «Алуроса» совместно с Институтом межлунотоведения имени Мельникова провести режимное наблюдение и дать оценку эффективности производственного контроля за захоронением рассолов на действующих и выведенных из эксплуатации полигонов захоронения УГОК. Иннокентий Михайлович, доклад закончен. Спасибо за внимание всем. Ответим на вопросы. Спасибо всем выступающим, Полине Сергеевне, Сергею Витальевичу и Семену Лариновичу. Сейчас мы приступаем к вопросам. Так, я хочу сказать, чтобы эти вопросы задавать по существу, ясно, конкретно, четко, коротко. Выступление вы оставите потом на обсуждение будет. Сейчас идут у нас вопросы. Чтобы у нас это было, Михаил Михайлович, это как его, поднимаете руки, наверное, да? Всем вместе говорит, кто будет задавать первый вопрос, кто и так далее. Хорошо? Можно? Да, пожалуйста. Шепелев. Представляйтесь, пожалуйста. Ага. Шепелев. Да, еще самое главное, что перед тем, как задать вопрос, представиться нужно. Хорошо? Всем. Это можно маленькое объявление от администратора? Я пишу в чат, кто разбирается, тот поймет. Я прошу элементарных вещей, я прошу, чтобы вы назвались. У нас есть участник с именем 1, вообще цифра стоит и так далее. Уважайте, пожалуйста, наш совет, назовитесь как положено. Есть вот люди, которые назвались нормально, а есть еще пока некоторые, которых хотелось бы, чтобы они нормально назвались. Спасибо большое. Можно, да? Да, можно, ага, Виктор Васильевич. Шепелев Виктор Васильевич. Вы отключили микрофон у себя. Включите. Главный научный сотрудник Института межлунотоведения. У меня, наверное, сначала Сергею Витальевичу вопрос. Виктор Васильевич, вы опять отключили микрофон у себя? Автоматически выключается. Угу. Вот из 3 полигонов в районе Удачинского карьера 2 полигона уже закрыты, по сути дела. Это Октябрьский, который эксплуатировался почти 16 лет, с 1986 года по 2003 год. И Киевский полигон, который эксплуатировался с 2003 года по 2013 год. Вот на этих полигонах за динамикой рассолов, которые остались там,
какие-то наблюдения ведутся? Если ведутся, то какие? Какой комплекс наблюдений? И какая организация проводит эти наблюдения? И четвертый, под вопрос, что ли, будем так говорить. Можно ли ознакомиться с этими данными? Спасибо. Я тогда сразу к ответу, да, Иннокентий Михайлович? Да, пожалуйста, сразу Да. отвечайте. Да, Виктор Васильевич, во-первых, спасибо за вопрос. Да, мы это детально обсуждали как раз и вчера на совещании при председателе правительства. Значит, я хотел также и Семена Ларионовича за выступление поблагодарить. Эти ваши вопросы и часть выступления, они между собой пересекаются. Я вкратце прокомментирую. Действительно, мы эксплуатировали до этого Октябрьский полигон. Сейчас у нас основным полигоном является Левобережный, который мы продолжаем эксплуатировать. Полигон закачки шахтных дренажных вод. Полигон Киенский мы, собственно, как и было озвучено, с 2013 года не эксплуатируем в постоянном режиме, то есть мы эксплуатируем полигон только Левобережный. Полигон Киенский у нас, на него есть вся разрешительная документация, есть лицензия, которая действительно до конца 2022 года, но его мы не используем. Он у нас предназначен как резервный узел закачки только на период каких-то нештатных ситуаций, вот, например, как та ситуация, которая произошла у нас в апреле месяце. То есть, когда требуются ремонтные работы на трубопроводе, на полигоне закачки Левобережный, соответственно, до этого таких у нас прецедентов, к счастью, не было, он произошел. Мы переключили закачку на Киенский в соответствии со всей разрешительной документацией. Закачивали туда 10 дней рассолы порядка 70, до 70 тысяч кубов, и работали на основе всех разрешительных документов полностью. То есть мы никаких нарушений этим самым не производили. Значит, дальше, по мониторингу за узлами обратной закачки. Конечно, в соответствии с проектной документацией ведется мониторинг за всеми узлами закачки. Есть целая система для этого, есть все проектные решения, которые реализованы и реализуются, это наблюдательные скважины, есть соответствующие организации, экспедиции, которые у нас за этим наблюдают, формируются отчеты, и, естественно, все контролируют ситуацию, купол и все прочее. Я хочу еще раз отметить, что как раз эти полигоны захоронения закачивается глубина скважин до 280 метров, а закачка, собственно, происходит на эту глубину. Это существенно ниже всех рек и так далее, всех возможных объектов. И говорить о распространении каком-то, то, что было также в докладе, наверное, не совсем корректно, потому что мы тогда поручения все выполнили, были заказаны ряд работ, эти работы все в курсе, ознакомлены с ними, да. По этому источнику, то, что было озвучено, это никоим образом и не связано с полигоном захоронения Киенским. На самом деле, вчера мы также приняли решение вместе коллегиально, что мы продолжим и с вашим институтом, в том числе и со всеми институтами в дальнейшем обсуждать эти вопросы. Значит, и с точки зрения науки надо вообще продолжать изучать бассейн в целом реки Далдын, бассейн реки Марха. Значит, и сейчас, как договорились на прошлом совещании, узконаправленные специалисты от компании «Алроса», от научных организаций будут обсуждать как раз точки соприкосновения и обследования решения данных задач. И в рамках этого, естественно, будет сформирована рабочая группа, и со всеми материалами эта рабочая группа, естественно, может ознакомиться, посмотреть. Но, повторюсь, мы выполняем полностью все проектные решения, все требования природоохранного законодательства и прочего. Это вот вкратце. Спасибо. Сергей Витальевич, и еще на вторую часть вопроса, это Виктор Васильевич, который был, доступ к данным, есть эти данные или нет? Я озвучил, все данные есть, и в рамках работающей, как я озвучил, рабочей группы, все данные будут рассматриваться и будут представлены, в том числе, я так понимаю, вчера от Института мирозлотовения тоже принимали участие специалисты, в рамках рабочей группы это все будет рассмотрено. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Еще один вопрос можно, да? Виктор Васильевич, да, пожалуйста, еще один вопрос, а потом ваш лимит будет исчерпан, чтобы другие успели тоже задать вопросы. Вот все-таки в районе технологического перехода, где авария случилась, это, наверное, вопрос Полине Сергеевне. Скорость течения реки какая и каков расход, то есть, чтобы определить степень разубоженности рассолов.
Да, здравствуйте, Виктор Васильевич. Ну, как уже отмечал Сергей Витальевич в своем докладе, я сейчас, наверное, просто повторю. То есть в момент непосредственно прецедента 10, то есть апреля, на реке Далдын был устойчивый лед. То есть и пробы, которые отбирались, то есть непосредственно нами, и пробы, которые отбирались 13 числа, вот сейчас со стороны как раз Семена Ларионовича были представлены экспертные заключения, да, с результатами проб, отобранными 13.04. Проба воды 1000 метров бурилась лунка, то есть точно так же проба ниже течения, то есть ниже мостового перехода тоже бурилась лунка, поэтому то есть лед был нарушен частично только непосредственно под мостовым переходом. То есть был устойчивый ледовый покров. Так, хорошо. Еще вопросы? Пожалуйста, члены совета поактивнее, потому что тема очень такая. У меня вопрос. Да, Михаил Михайлович. Да, вот можно ли из системы, которые труб проходят через Далдын, выкачать абсолютно весь объем воды, чтобы она была абсолютно пустой? И как бы комментарий по этому. Мы видели видео, в котором был поток воды из трубы. На самом деле, может быть, это реально, как вы говорите, фейковая информация, где совершенно другой переход или не то время. Это первый вопрос. Второе. Все-таки мы видим разницу между данными, которые вы представляете, и очень эмоционально говорили о каких-то кощунственных слов, которых в адрес Алроса по ее репутации были произнесены, но вот вы утверждали, что даже по стронцию при 0,4 содержания там 6 сотых и 9 сотых. Это вот такая разница. И еще тот перечень элементов, не только стронция, но и других, превышение, где максимально, если память изменяет, было порядка 30, но это по каким-то отдельным элементам, между данными, которые берет Алроса в своих ведомственных лабораториях, и РИАЦЕМ, который является государственным органом, который сертифицированным является структурой и проходит федеральную проверку. Вот разница все-таки есть, и, пожалуйста, объясните, то ли министерство плохие приборы имеет, то ли у вас они очень точные. Объясните, пожалуйста. Хорошо, Михаил Михайлович, на первую часть вопроса, значит, видео, которое было, это не фейковое, мы сразу об этом говорили, что видео это реальное. Как я в своем докладе также озвучивал, было, когда выявлено в четверг при осмотре, в пятницу были приняты решения, переключились на Киенг, мы готовили данный мостовой переход к ремонту. Соответственно, мы полностью проводили работы подготовительные к ремонту, и с понедельника должны были приступить к разработке мероприятий и к ремонту, которые предусматривали как раз весь комплекс работ. До этого была проведена подготовка, промывка трубопроводов. И вот то, что видели на видео, как я озвучил, это как раз промывочная вода уже после промывки. Это чистая вода. Мы показывали здесь всем там контролирующим органам все материалы, как это, что это производилось. Соответственно, как я озвучивал, это была промывочная вода, видео не фейковое. С точки зрения работы лаборатории и данных замеров, Полина Сергеевна, наверное, более детально озвучит. Да, на вторую часть вашего вопроса, я бы хотела сразу обозначить, что, да, наверное, я иногда бываю избыточно эмоциональна, то есть я никоим образом не хотела этим никак никого там не обидеть, не задеть, наверное, скажем так, уже формируется какой-то определенный план там, подачи информации. Когда я говорила о результатах, которые, то есть мы провели, это касалось непосредственно по Мархе, именно в месте моста по Мархе, которые были отобраны вчера. Да, вот я говорила о том, что там бромидов там 0,5, да, при ПДК 1,35, стронций там 0,06-0,09, да, при ПДК 0,4. А те данные, которые были представлены в презентации Семена Ларионовича, это данные по реке Далдын, пробы которых были отобраны 13.04. И если со стороны Семена Ларионовича сейчас была бы возможность опять открыть эту презентацию, да, то вы бы там обратили внимание, что как выше
от технологического перехода, так называемых на фоновых точках, да, 1000 метров, 500 метров, потом на самом мостовом переходе и ниже мостового перехода, концентрации идут сопоставимые. Ну, то есть я вот сейчас, к сожалению, то есть там по памяти не запомнила все данные, потому что по состоянию на сегодня, как уже Сергей Витальевич озвучивал, в адрес компании не представлены ни один результат исследований, ни один протокол количественно-химического анализа, ни одно экспертное заключение. Ну, то есть проверка еще идет, то есть вот сейчас я так понимаю, то есть исходя из презентации, что оказывается экспертное заключение уже было готово, и оно было готово 26 апреля, сегодня у нас 18 мая, и по состоянию на сегодня почему-то в адрес компании еще ни одного экспертного заключения не поступило. Та информация, которую я приводила по бромидам, по магнию, да, в своей презентации, это взято из той информации, которая единожды была направлена в адрес компании со стороны Министерства экологии. Поэтому сейчас говорить о сопоставимости, например, наших исследований, которые мы все пробы параллелили, независимо от того, кто бы из органов исполнительной власти не работал у нас, либо это Министерство экологии, да, как 13, так и 28 числа отбирали мы параллельные пробы, так и Росприроднадзор мы отбирали 30 числа совместно пробы, так и Росрыболовство мы 13 числа, уже мая, да, последний, то есть завершающий. Я могу сказать, что сегодня у нас по-прежнему продолжает работать Росприроднадзор, вот буквально, да, мы только, то есть, их встретили и проводили натурное обследование, то есть на объектах, и точно так же планируем еще один отбор проб. То есть вот сопоставить, то есть, вернее, провести сопоставимость проб, повторюсь, да, к сожалению, не представляется возможным, потому что по состоянию на сегодня со стороны Министерства экологии, ну, не знаю, ну, какие-то, наверное, есть причины, информации не предоставлена. То есть вот то экспертное заключение, которое сейчас продемонстрировали, я его увидела, условно говоря, впервые. Как только, то есть, в наш адрес поступит вся информация, которая, то есть, была по результатам проведенных исследований, включая экспертное заключение, у нас будет тогда возможность сопоставить тот параллельный отбор проб, который он был, ну и тогда, наверное, уже обсудить, имеются расхождения или не имеются расхождения. Если имеются, то в чем причина этих расхождений? Спасибо. Ага, спасибо. Вот видите, очень хорошо, что, например, мы, как вот члены Общественно-экологического совета, сейчас получаем прямо вот самую такую информацию из первых рук, которой даже компании нет. Угу. Да. Так, пожалуйста. Передовой, Иннокентий Михайлович. Пожалуйста, Любомир Николаевич. Да, здравствуйте, коллеги, руководитель общественной организации «Защитники реки Марка». Да, действительно, наши активисты 16 мая вечером 19:30 обнаружили и путем фотографирования выслали мне факт загрязнения реки Марка, мостового перехода от поселка Айкал 40 километров. И вы, Полина Сергеевна, так красиво говорите, как будто фильм или книгу пишете, да, о том, что вы, да, вас увидели, что действительно вы там находились, но почему с собой не взяли общественников? Почему всегда вы на передовом, а общественников нету? И мы откуда удостоверимся, что, которые вы якобы лабораторные исследования сделали, да, и вот будоражить общественность, что вы в течение суток сделали быстрые вот анализы, и там никаких вещественных, сбросов не было. Поэтому давайте рассказывать сказки нам не стоит. Мы жители Республики Саха-Якутия, испокон веков мы живем здесь, поэтому знаем, какая шуга идет, какая половодье, и какой во время половодья речная вода, цвет речной воды. Это вся общественность, все скажут, что такой половодье цвета льда и воды никогда не было. Поэтому не стоит. Я вот замечание делаю, что всегда общественника не берете. 2 года назад тоже ездили с этого, наша организация «Защитники реки Марка», Нюрбийский год. Тоже вы показали нашему общественнику, члену «Защитники реки Марка», не низовье, вот, где стоит Нюрбийский год, а верховье показывать как экскурсия по Эрмитажу.
Такого недопустимо. Раз сказали Нюрнбергский экологический надзор, нужно проверить общественников низовье, где стоит. Алло, здравствуйте. Поэтому я хочу сказать, что Добрый. вопрос, почему с собой не взяли, когда вот выкладываете видео о том, что вы где-то находитесь, мы не знаем, и откуда вы взяли воду на пробу воды, Полина Сергеевна? Здравствуйте, Любомир Николаевич. Вы знаете, мне очень-очень приятно с вами наконец-то познакомиться. Спасибо за ваш вопрос и за ваше обращение. Я сейчас постараюсь, скажем так, последовательно, вот, исходя из вашего обращения. Наверное, первое, что хотелось бы отметить, да, то факт загрязнения реки Мархан или отсутствие загрязнения может подтвержден быть только лабораторными исследованиями. То есть фотография и визуальный контроль, если мы, конечно, с вами не говорим, да, о каких-то там беспрецедентных вариантах, когда происходит, то есть там прорывы там нефтепроводов, да, и когда, то есть там потоки там нефти или горюче-смазочных материалов заливают акватории, то есть, поэтому говорить о том, что факт загрязнения морфи установлен, это, наверное, как минимум, да, должны говорить специалисты именно лаборатории. Хочу отметить, что вчера точно так же, помимо, то есть если у вас есть определенный люфт недоверия там, к лабораториям, то есть непосредственно нашей компании, да, это абсолютно понятно. Но вчера, в том числе в обед, была отобрана проба со стороны администрации Айхальского района, со стороны поселка Айхал. Насколько мне устно, опять повторяюсь, устно известно, об этом, то есть там участие было обращение со стороны Министерства экологии. И опять же, повторюсь, насколько мне устно известно, эта проба была передана в лабораторию РИАЦЕМ. То есть, вот я вижу, что среди коллег у нас присутствуют сейчас представители РИАЦЕМ, но они, наверное, либо подтвердят, да, либо опровергнут. Была ли им передана проба воды непосредственно с реки Марха, именно с того места, где вот мост, да, который фигурирует на всех и фото, и видеоматериалах. То есть потом, возвращаясь к тому, почему мы не взяли общественника, да, вот вы говорили про Накын. Любомир Николаевич, я вас попрошу, вы, пожалуйста, не лукавьте, потому что именно 2 года назад, когда мы были на Накынской площадке, присутствовал ваш брат, если быть, насколько мне память не изменяет, потому что вы, к сожалению, наверное, по каким-то там личным причинам... Да, то есть, у вас там были объективные причины, вы не смогли непосредственно выехать, поэтому был ваш брат. И он как раз представлял интересы общественников, да, то есть непосредственно Нюрнбергского района, и ему было представлено, потому что на тот момент цель была поездки, да, что была информация о сбросе с сточной воды с обогатительной фабрики номер 16. Поэтому, то есть на тот момент общественника, да, там, коллегу, его как раз и то есть показали ему непосредственно саму обогатительную фабрику, само хвостохранилище обогатительной фабрики номер 16, в том числе ему показали все другие производственные объекты, и в том числе узел закачки, точно так же шахтно-рудничных вод непосредственно в полигон Бдобинский. И акт на тот момент, который он подписал, акт натурного обследования, как раз и показал, что никаких сбросов нет. Мы не смогли проехать, то есть за отбором проб на Марху, спустившись по Накыну, если вы правильно помните, тогда вода в реке Накын очень сильно опустилась и обмелела. Я лично в лодке спускалась, то есть до определенного порога часов 6, вместе с представителями как раз Комитета охраны природы. То есть мы, к сожалению, на определенном пороге просто остановились и были вынуждены подняться наверх. Вы это тоже очень хорошо помните и очень хорошо знаете. Возвращаясь опять к исследованиям, мы всегда в большей доле, да, то есть там решением привлекаем общественных организаций. И вот, например, я могу сейчас, наверное, пользуясь случаем, надеюсь, модераторы, то есть это нам не запретят, на этой неделе в Мирнинском районе, то есть вот как раз это результаты тех вот прецедентов, которые были в 2018 года, да, мы ежегодно проводим натурное обследование с привлечением как Мирнинского комитета, так и всех участников, желающих сторон на предмет
нет соответствия пропуска паводкового периода. Ну, для того, чтобы, то есть, была возможность у всех там, участников убедиться, то есть, что сейчас объект функционирует. Поэтому, пожалуйста, если у вас, лично у вас или у ваших коллег есть желание, они могут точно так же, вот сейчас я как бы довожу до вашего сведения. Поэтому говорить о том, что мы не берем с собой общественников, ну, наверное, это тоже не совсем верно, потому что буквально не так давно трое ваших коллег присутствовали, да, на объектах, то есть как Удачнинского горно-обогатительного комбината, так и Айкальского горно-обогатительного комбината. Спасибо. Если есть еще какие-то дополнительные вопросы, ну, я готова ответить. Хорошо. Можно, да, Так, вопрос? у меня, значит, это, как его... Сейчас задаем вопросы. Выступления будут позже. Иннокентий Михайлович. Тут записалась, ну, как его, Прасковья Гавриловна Макарова. Вопрос, Я пожалуйста, быстро задам. Прасковья Гавриловна. Хорошо, тогда после Прасковьи Гавриловны. А там вот идет потом, это как его, Аял Сервисад, потом будете вы, Анжелика. Хорошо, Егоровна? Анжелика Егоровна. Добрый день, участники сегодняшнего собрания. Ага, Прасковья Гавриловна, вопрос. Да, сейчас, подождите. Прасковья Гавриловна Макарова, руководитель Общественно-экологического фонда «Зеленый пояс Юлии» имени Дмитрия Гавриловича Макарова. Я такой вопрос хотела бы задать. Два. Первый у меня такой момент. Я услышала выступление главного инженера, и мне непонятно, почему у Алроса, начиная с печально известных прорывов дам 2018 года и сейчас, опять-таки на Мархе, всегда у нас виновата природа. Почему мы не можем это, вы, компания, но мы считаем все равно, вы наша компания, да, мы, вот вы, почему вот это дело предусмотреть не можете? Получается, что все-таки люди не дороже алмазов? Это первый вопрос. Второе, это, скорее всего, даже не вопрос, а пожелание Полине Сергеевне. Такой момент. Вы, пожалуйста, меня очень удивил накал, даже не накал, а наезд на людей, которые являются, по сути дела, они жители Вилюйского бассейна, они, в принципе, надо помнить о том, что они жертвуют своим здоровьем, будущим своих детей ради этих алмазов, ради их добычи. И, пожалуйста, вот такой риторики, мне кажется, она недопустима, потому что люди обеспокоены. 2018 год пока у нас свежо в памяти, и, конечно же, такой момент, что сейчас, в апреле произошедшая авария, она вам, конечно, репутации не добавляет хорошего. Теперь такой момент. И меня очень поразили разночтения в этих, в анализах. Вопрос. Ага. И вопрос такой, задавайте. Когда будет сделано или что-то предпринимается такое, чтобы результаты, которые делает собственная контролирующая организация Алроса, чтобы они стали правильными, адекватными и отражая действительность, потому что это у нас даже в Конституции записано, что мы обладаем правом знать экологическую ситуацию. Вот. И третий вопрос у меня Яковлеву, который выступал с этими данными. Мы все знаем о том, что у нас ПДК поменялась в сторону, конечно же, того, что нам травить стало лучше, это становится как бы лучше. И принимая внимание, переводя цифры 2018-2013 года, переводились ли данные этого года к тем нормам. Это бы хотелось бы увидеть. Спасибо. Угу. Пожалуйста, Полина Сергеевна, на вопрос отвечать будете? Вы знаете, я так поняла, что вопрос был адресован непосредственно к Сергею Витальевичу. То есть, Сергей Витальевич, хорошо. Ага. Мне было, Нет, это было обсуждение. Да. Вы уже считаете, поэтому... Сергей Витальевич, пожалуйста, ответьте. Приготовиться ответить на вопрос Семену Ларионовичу. Да, уважаемая Прасковья Гавриловна, спасибо за вопрос. Действительно, у нас достаточно сложное технологичное производство, и действительно влияние этого внешних факторов, оно ощутимо. Мы
Надо отметить, что действительно заблаговременно был выявлен факт повреждения, а этот факт, ну, его действительно избежать полностью, наверное, на этот момент было невозможно, потому что все было выполнено на основании проектных решений, которые прошли экспертизу, и, собственно говоря, мы работаем на основе всех проектных решений. Значит, но, еще раз повторюсь, специалистами было выявлено заранее вот эта ситуация, обнаружена соответствующая трещина и принято абсолютно правильное решение. Был выведен из эксплуатации данный трубопровод, и перекачка рассолов шахтных вод не производилась в момент происшедшего. Мы к этому были готовы, собственно говоря, переключились на узел закачки резервный, промыли трубопроводы и, собственно, со следующей недели должны были приступить к ремонту и к модернизации данного мостового перехода, данной конструкции. Вот, собственно говоря, что произошло, я это в докладе озвучивал. Поэтому, ну, говорить, наверное, о том, что это произошло прям внезапно и при перекачке, и действительно при перекачке мост обрушился без всякого там контроля, наверное, не совсем правильно. Это были запланированные работы по его восстановлению, но их пришлось выполнять уже, когда он опустилась в русло, собственно говоря, реки. Но действительно мы сейчас предусмотрели и отработали с институтом проектировок, который проектировал сейчас рабочую документацию, и внесли туда изменения, которые значительно повысили надежность этой конструкции. Сейчас мост смонтирован уже по новой рабочей документации с усиленными балками, металлоконструкциями. И, собственно говоря, даже уже при штормовом ветре, который не свойственен для нашего региона, данная конструкция будет устойчивая. Мы это предусмотрели. Но все равно спасибо. Конечно, хочется, чтобы вообще таких ситуаций не было, и мы будем для этого прилагать все усилия и инженерную мысль. Спасибо, Прасковья Гавриловна. Хорошо. Семен Ильич будет отвечать на вопрос. Да. Лена Семеновна уже комментарий тут дала в чате, но ничего, заслушаем. Спасибо за вопрос. Да, Лена Семеновна ответит. Здесь присутствует у нас директор Республиканской аналитического центра экологического мониторинга. Лена Семеновна, она ответит. Хорошо, Лена Семеновна, пожалуйста, Добрый день, уважаемые члены Общественного экологического совета. У меня, к сожалению, почему-то не получается подключить презентацию. По поводу ПДК. Действительно, с 1 марта 2022 года вступил в действие новый, такой очень большой, емкий документ. Санитарные сейчас объединяют в себе все ранее разрозненные нормативы. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что документ новый, нормативы остались прежними. Анна Валерьевна, может, получится у вас подключить презентацию Семена Ларионовича? Я бы хотела показать слайд, на котором была представлена диаграмма по содержанию бромид иона в воде реки Марха. Вот смотрите, когда мы проводили оценку и готовили экспертное заключение по загрязнению воды реки Далдын в районе вот этого поврежденного мостового перехода, мы сравнивали с рыбохозяйственными нормативами. При этом рыбохозяйственные нормативы превышены как по содержанию бромид иона, так и по содержанию, вот Семен Ларионович говорил, экстремально высокое загрязнение свинцом. И если посмотреть вот на саму табличку, действительно, в фоновых пробах, в тех пробах, которые находятся выше по течению, таких высоких концентраций мы не наблюдаем. Но в месте повреждения трубопровода у нас повышены не только свинец, у нас повышается содержание стронция, лития, бромидов. Мы называем это маркерные показатели. И это повышенное содержание, превышающее нормативы, оно у нас сохраняется и в точке отбора 500 метров ниже по течению. И вот когда мы говорим о том, что рыбохозяйственный норматив, он нормируется на уровне 1,35 мг на дециметр в кубе, превышены нормативы. Но когда мы смотрим бромид ионы в районе сел нижнего течения реки Марха, мы применяем именно хозяйственный питьевой норматив, потому что население использует воду реки Марха для питьевых целей. Хозяйственный питьевой норматив по брому, он выше, он составляет 0,2 миллиграмм на дециметр в кубе. И наши данные подтверждаются данными Роспотребнадзора.
Потому что, когда произошла эта авария, мы в течение 2 недель контролировали ежедневно качество воды реки Марха. И ежедневно содержание бромида превышало хозяйственно-питьевой норматив в 2, в 2,5, в 3,6 раза. Роспотребнадзор тоже подтвердил, что у них в 2,4 раза норматив ХУСПИД по содержанию брома был превышен. Вот по поводу разночтения, коллеги, да, мы же понимаем, что река Далдын – это водоток, это не озеро. И если произошло загрязнение водного объекта в результате каких-либо технологической аварии, если, предположим, вода была там не рассолы, а вода использовалась для промывки трубопровода, вот тот фонтан, который мы видели, он бил в берег, и с береговой линии вымывались взвешенные вещества, вымывались растворенные формы металлов, солевых компонентов. От того, что фонтан бил не в воду реки, не в акваторию, а в береговую линию, это же не исключает загрязнение. У нас повышено содержание взвешенных веществ. Выше-то они ниже предела обнаружения методики, а в месте повреждения они у нас повышены и ниже по течению повышены. Поэтому говорить о том, что вот прям вообще ничего не произошло со стороны Алроса, это вот знаете, как прям Баба-Яга против. Мы говорим против на все, а вы представьте доказательства. Где ваши протоколы результатов? Вы вместе с нами 13 апреля, ваша комплексная лаборатория отбирала пробы воды. Но при этом вы допустили все возможные нарушения. Вы допустили нарушения при отборе проб. Где ваш протокол результатов? В той табличке, которую Полина Сергеевна в 4-й раз уже демонстрирует на различных совещаниях, у нее там включены гидрокарбонаты, да, там водородный показатель, сульфаты, натрий, калий. Где стронций и литий, который ваша лаборатория определяет на приборном комплексе системы капиллярного электрофореза? Катионы включают в себя и стронций, и литий, и ваша лаборатория их делает. Но вы, когда даете презентацию, вы эти данные скрываете. Потому что я полагаю, что ваша вы перешли к выступлению или да. Вопрос, ответили на вопрос? Я ответила на вопрос, что нет никакого расхождения данных, Иннокентий Михайлович. И то, что Полина Сергеевна представила данные за 13 мая, извините, авария произошла 10 апреля, и мы 13 апреля подтверждаем загрязнение, а они 13 мая отбирают с Росрыболовством совместно пробы, и она считает, что у них все чисто. Семеновна, ну сейчас задайте вопрос тогда, Полине Сергеевне. А потом это, значит, на обсуждение, потом, когда перейдем, и вы вот у меня не вопрос, у меня вот прям требование. Поскольку это обсуждается на протяжении вот всех этих дней, я требую, чтобы Алроса предоставили протокол результатов лабораторных исследований комплексной лаборатории от 10 апреля и от 13 апреля. После этого мы что-то будем обсуждать. Я не частное лицо, я руководитель экспертной организации, органа инспекции. И вот чтобы оспорить наши экспертные заключения, представьте свои протоколы. После этого мы что-то будем с вами обсуждать. Сходимость или не сходимость. Хорошо, Лена Семеновна, ага, вот вопрос ваш понят. У нас вот идет, у вас Полина Сергеевна говорит, что вы не представили протоколы, вы говорите, что они вам не представили протоколы. Полина Сергеевна еще заседание в Ултумене видела все наши данные на табличках, Иннокентий Михайлович. Она лукавит. Все наши данные она видела в презентациях, начиная с заседания Ултумена. Поэтому не надо говорить неправду. Хорошо. Но это больше, кажется, было выступление, чем вопрос был задан. Так же, вы ответили на вопрос. Я думаю, что мы уже переходим к выступлению, можно же... Нет, погодите, может быть, еще есть, это как его, еще есть, может быть, это как его вопросы, потому что... Просто сейчас это все затянется, я думаю, что Полина Сергеевна сейчас реплику хочет внести, я думаю, что на вопросы надо отвечать, а потом уже выступать. Можно вопрос, у Лены Семеновны было выступление, даже больше, она отвечала сама на вопросы, а потом вот немножко высказала свои эмоции и претензии. Так вот. Я предлагаю задать вопрос, а потом уже перейти к выступлению. Да, вы записались. Пожалуйста, Анжелика Егоровна, вопрос. Добрый день, уважаемые члены Общественного экологического совета, также участники, приглашенные.
Меня зовут Андреева Анжелика Егоровна, я заместитель председателя Общественно-экологического совета. Меня зовут Андреева Анжелика Егоровна, также я являюсь вот вновь избранным членом Общественной палаты Республики Саха-Якутия и председателем комитета по социальной политике, демографии и защите семьи и детства. Я хочу перед тем, как задать вопрос, процитировать Путина. В России бизнес должен оплачивать ущерб, который своими действиями наносит окружающей природе. Об этом он сказал в своем послании Федеральному собранию. Такой подход очень простой. Как он звучит? Получил прибыль за счет природы, убери за собой. У меня конкретный вопрос. В плане развития компании «Алроса» у вас утверждена своя программа на 2001, 2002, 2023 годы. Какая сумма заложена, утвержденная Советом директоров, при экологических катастрофах, непредвиденных вашей компании? Все. Пожалуйста, кто будет отвечать на этот вопрос? Полина Сергеевна или Сергей Витальевич? Я отвечу на этот вопрос. Анжелика Егоровна, спасибо за ваш вопрос. Я, пожалуй, наверное, сейчас конкретно на 21, 22, 23 года, то есть, ну, я потом могу прям в рабочем порядке в течение 10-15 минут направить вам эту информацию. То есть, действительно, то есть помимо вот того, что, ну, цитаты, которые вы привели, то есть со стороны Владимира Владимировича, да, то есть у нас еще в конце 2018 года указом главы Республики Саха-Якутия номер 2, да, об экологическом благополучии непосредственно Республики Саха-Якутия было рекомендовано недропользователям разрабатывать комплексную программу мероприятий, которая была бы рассчитана на долгосрочный период. В конце 2018 года компания разработала такую программу, и в начале 2019 года мы ее утвердили. Как вы правильно отмечаете, программа рассчитана на 19, 20, 21, 22, 23 года. Утвердил ее первый заместитель генерального директора «Алроса», исполнительный директор Соболев Игорь Витальевич, и она была в рабочем порядке представлена, как также рекомендована указом главы на согласование в Министерство экологии. В феврале 2019 года со стороны министра экологии данная программа была согласована. Мы по этой программе сегодня живем, мы по этой программе отчитываемся, точно так же в Министерстве экологии ежегодно, да, о том, что у нас запланировано было столько-то денежных средств, да, финансированы из них текущие мероприятия, капитальные мероприятия. Притом программа, она предусматривает в себе весь набор экологических аспектов, то есть там отдельные мероприятия по сохранению атмосферного воздуха и сохранению климата, на сбор и очистку источных вод, на обращение с отходами производства и потребления, на научно-исследовательские работы, в том числе там предусмотрена радиология, мониторинг, то есть она именно комплексная. То есть вот за 2020 год мы уже отчитались в Министерстве экологии о реализации данной программы, но как любое финансирование, это организм живой. И вот, например, вот сейчас по 2021 году я могу вам сказать точно цифры. В этой программе было запланировано финансирование мероприятий по охране окружающей среды на 2021 год 6,5 миллиардов рублей. При этом, то есть у нас 2020 год, ну, он, наверное, не показатель, в принципе, вообще для всех, да, потому что были достаточно такие жесткие ковидные мероприятия, да, компания принимала определенный набор, то есть там мер экономического, то есть там поддержки и регулирования, вот, поэтому на 2021 год, с учетом того, что 2020 у нас был, ну, вот такой вот, скажем так, там, плавающий, при плане 6,5 миллиардов рублей мы запланировали беспрецедентную сумму 8 миллиардов рублей. То есть сегодня в моем бюджете, это именно бюджет экологического центра, это именно бюджет мероприятий по охране окружающей среды АК «Алроса» ПАО на охрану окружающей среды и экологической безопасности предусмотрено там даже с копеечкой 8 миллиардов рублей на 2021 год. На 2022, на 2023 в плане, вот могу сейчас говорю, то есть до третьего знака после запятой не процитирую, но там порядка 6,7-6,8 миллиардов. И как вот сейчас уже практика, то есть 19-20, то есть года показывает, да, эти суммы пересматриваются в сторону увеличения. Поэтому мы сейчас рассматриваем такой вариант, в принципе, его уже ранее обсуждали, то есть с министром экологии, что планируем в 2021 году сделать корректировку в существующей программе, чтобы уже актуализировать те финансовые планы, которые компания, то есть, планирует для себя в долгосрочной перспективе. Спасибо. Спасибо большое за ответ.
И как вы считаете, данная сумма, она достаточна, чтобы закрыть ущерб, который вот сейчас произошел? Анжелика Егоровна, ну вот ущерб, про который вы сейчас произошел, да, ну немножечко, наверное, то есть сделать... Ликвидация. Угу. Ну нет, во-первых, то есть те восстановительные работы, которые компания сейчас осуществляла в рамках, то есть там, ну, восстановления технологического перехода на реке Долгин, они являются, скажем так, текущими затратами непосредственно горно-обогатительного комбината. Это вот как раз слова президента, да, они тут, условно говоря, то есть их объекты, их, скажем так, деньги. То есть нет, вот те финансирования, которые мы проводим, ну, извините меня за такое простонародье, да, срочно-обморочно, то есть когда происходит какой-то прецедент, и его нужно, несмотря ни на какие бюджеты там, да, или на какие-то комиссии, потому что вы же правильно, да, изначально сказали, то есть мы, ну, например, вот я, да, будучи главным экологом, я не в силе сама распоряжаться денежными средствами. Мы формируем бюджет, он утверждается сначала, то есть на бюджетном комитете компании, да, а потом утверждается в общем плане, то есть наблюдательного совета, в состав которого входит точно так же, то есть и как бы, ну, акционеры там республики. Поэтому, то есть, ну, вот сказать, хватит или не хватит, ну, наверное, знаете, как бы нет сослагательного наклонения. То есть мы начинаем работать, и я могу со своей стороны точно и однозначно вам сказать, что генеральный директор, да, там, председатель правления компании, Иванов Сергей Сергеевич, он на личном контроле всегда курирует вопросы экологии. И когда бывали беспрецедентные какие-то там инсинуации, а они связаны больше, знаете, социально-экологическим подтекстом, да, ну, например, мы увеличили зарубление, да, в 3 раза. То есть ранее это была, то есть, такая достаточно небольшая сумма, там, диапазона там 2,6-2,8 миллиона рублей, то есть сейчас мы увеличили до 10, и мы на этом не останавливаемся. Он всегда идет на это. Все понятно. Но мне, пожалуйста, тогда отправьте хорошо утвержденную программу, сколько у вас заложено, ну, отдельно. Это, в принципе, информация достаточно открытая. Единственное, что я вас попрошу тогда сейчас в чат написать электронный адрес, я его перепишу, и вот, ну, 15-20 минут после окончания нашего совещания вам на этот адрес придет утвержденная, подписанная, согласованная программа на долгосрочном периоде. Спасибо. Хорошо. Ага, спасибо. Я тоже себе небольшую реплику позволю. Здесь, наверное, этот ущерб рассчитают, Анжелика Егоровна, уже те контролирующие организации. Ага, и хватит денег или не хватит денег, это уже потом будет. Они думают, какой будет ущерб, если это, как его, все подтвердится и будет выставлен. Ага, на это. Так, теперь у меня к членам совета такой вопрос. Да, еще вопросы будут или уже переходим Один вопрос есть, Михаил Михайлович. Так, ага, Любомир Николаевич, тогда, ага, коротко, я же четко, только вопрос. Понял, хорошо. Сергей Витальевич, вам вопрос. Здравствуйте. Вот после аварии на мостовом переходе Долгин-Удачный-Коке, да, почему вот жители Нюрбинского района вдоль проживающей реки Марка не были проинформированы, ну, оперативно? Вы что, льете грязные воды, из-за вас аварии случаются, почему должны страдать мои земляки, жители Нюрбинского района? Ответьте. Хорошо, Любомир Николаевич, вопрос. Сергей Витальевич понял, Спасибо. Ага, почему, Спасибо, значит, не проинформированы. Нет. Пожалуйста, Сергей Витальевич, ответ на этот вопрос. Я отвечу на вопрос. Действительно, во-первых, когда это произошло в субботу. Тут же, как я озвучивал в докладе, мы отобрали пробу, и так как это высокоминерализованные воды, чтобы это было оперативно, мы в первую очередь, то, о чем мы, вот, Лена Семеновна озвучивала, там, мы провели оперативный экспресс-анализ как раз на минерализацию. Минерализация была в норме именно как раз той воды, которая была на береговую часть излита. Поэтому не попало никаких там отравляющих веществ, и мы в понедельник утром направили ответ и информацию в Минэкологии о произошедшей ситуации, то, что у нас произошла нештатная ситуация, мостовой переход, откачка в этот момент, как я ранее говорил, не производилась на этот участок, что мы проинформировали, что мостовой переход у нас приостановлена откачка, будем заниматься восстановительными работами. То есть вот, собственно, ответ. Ну, вот скажу, что дополню, да, где Минэкология и где Нюрбинский район, вы понимаете? Конечно, понимаем. Давайте, Любомир Николаевич, мы на самом деле, наверное, вы абсолютно правы. У нас более тесное взаимодействие должно быть. Не слышно, да, меня?
Слышно? Да, я абсолютно согласен. Наверное, должно быть точно более тесное взаимодействие. К сожалению, вот у меня на сегодняшний день, в силу там подшефности и всего, больший контакт и с Оленёкским также районом. Я с удовольствием хочу познакомиться уже лично, наверное, и с руководством района, и приехать к вам на месте, да, пообщаться, обсудить эти вопросы, обменяться контактами. И действительно, такие случаи, наверное, в реальном времени стоит просто созваниваться, да и вообще по текущей деятельности, по возникающим вопросам, чтобы как раз исключить вот какие-то там инсинуации, какое-то недопонимание, и кто-то может этим пользоваться и раздувать, там, да, там, ну, по сути говоря, пиариться. Лучше мы в рабочем порядке будем общаться. Я абсолютно поддерживаю и согласен с тем, что вы говорите. Наверное, просто нам надо чаще и ближе познакомиться, больше общаться. Спасибо. Хорошо, спасибо. Ну, наверное, дорогие друзья, закончим, да, наши вопросы. Мы уже 1,5 часа работаем и можем перейти к выступлениям, обсуждению. При выступлениях, я прошу вас это быть очень корректными и так далее. Мы все здесь друг друга хорошо знаем, и компанию, и контролирующие органы. Поэтому я вот это, как я прошу, немного эмоций сдерживать. И так далее. Хорошо, выступать очень корректно. Давайте. Пожалуйста, кто хочет выступить? А вообще Росприроднадзор здесь? Здесь. Я бы хотела их послушать. Так, пожалуйста, представитель Росприроднадзора есть у нас? Добрый день. Пожалуйста, представьтесь. Анастасия Васильевна, главный специалист отдела экологического надзора. Так, ну что хочу сказать, да. Управлением Росприроднадзора проводится в настоящее время проверка, внеплановая выездная проверка. В настоящее время специалист, наш инспектор, находится непосредственно на объекте, осуществляет, значит, обследование, отборы проб. Это уже второй выезд. Первый выезд был у нас в конце апреля. Так, ну, пока на сегодняшний день каких-то результатов мы озвучивать не будем. Результаты будут даны, ну, по окончанию проверки. Проверка у нас заканчивается 28 мая. Правовая оценка по произошедшему повреждению технологического перехода через реку Далдын. Соответственно, 28 марта будет вердикт выдан. Также хочу сказать, что у нас есть официальный сайт 14rpn.gov.ru. Вся информация по результатам контрольно-надзорной деятельности на этом сайте размещается. Вы можете ознакомиться с результатами проверки. Вы вылетели в день, да? 13 мая? Нет, не день в день. Сначала у нас мы возбудили дело сразу же, начали административное расследование. Проверка у нас началась позже, к концу апреля. И мы вот как началась проверка, сразу вылетели. Можно вопрос? Пожалуйста. У меня вопрос. Росприроднадзор, да? У вас есть регламент вот именно по количеству дней, когда вы должны среагировать? Вот, получается, вы без выезда создали возбудили дело, а вот у вас есть регламент, когда вы должны эти пробы взять и эти пробы предоставить, доказать вот то, что они нарушены? Или нету такого срока, и вы можете там через 3 года это сделать? Контрольно-надзорная деятельность у нас осуществляется в соответствии с 294 ФЗ о защите от юридических лиц, да, прав юридических лиц при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Для проведения проверки нам, значит, требуется согласование прокуратуры. На это тоже, ну, согласно закону, там дается
но не сразу это все осуществляется. Конкретно сколько дней? Получается, вот момент, вот экологическая катастрофа произошла, тогда вы сразу же делаете запрос в прокуратуру. В течение скольки дней они должны ответить? В течение суток они отвечают. Но это очень небольшой срок, я вам скажу. Если есть основания, да. Вообще сейчас проверка у нас уже проводится по требованию прокуратуры. А вот я не услышала регламент Росприроднадзора. Почему вы не среагировали, недавно только съездили, да, получается? Почему вы сразу не выехали? Так, знаете, я сейчас не могу сказать, какое число. Сейчас, минутку. Видимо, у вас очень много катастроф, кроме этой, да? Вы имеете в виду, что мы не вовремя среагировали? Нет, я бы хотел просто узнать, как вот это вообще происходит. Вот я потом плавно перейду. Есть административный регламент, в соответствии с которым мы работаем. Есть закон федеральный 294. Нет, ну вопрос был конкретно задан вам. Это как вы реагируете через сутки, в сутки, или через неделю, или через месяц вы начинаете реагировать? Вот, произошла 13 мая, да, получилось? 13, извините, апреля. Вот сегодня у нас, какое число? Сегодня у нас 18 мая. Прошло больше месяца. И Росприроднадзор, который главный, на мой взгляд, я абсолютно здесь дилетант, должен среагировать намного быстрее, чем даже Минприроды Якутии, насколько я знаю, потому что вы именно и располагаете всеми вот этими лицензиями, вы выдаете, да, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, конечно. Вот прошло больше месяца. Насколько это легитимно и соответствует ли это вашему регламенту? Спасибо. Проверка проводится 20 дней. Соответственно, в конце апреля у нас только началась проверка. Тогда вопрос, какими лабораторными данными вы будете пользоваться, если вы через месяц только выехали? Мы отбирали в конце месяца, и сейчас второй у нас отбор. У вас есть своя аналитическая база, лаборатория, да? У нас есть своя аналитическая лаборатория аккредитованная, но при отборе проб, так как они на промиды у нас в слайде не определяют, мы пользуемся лабораторией сейчас в настоящее время, будем пробы передавать в РИАЦ. Хорошо, ага, спасибо. Так, пожалуйста, значит, мы сейчас приступаем к выступлениям. Ага, прошу тоже, слишком много времени. Я сразу максимум 3-4 минуты на выступление. Ага. Могу, да? Пожалуйста, кто хочет выступить первый? Да, это Аял Северсан, здравствуйте. Любовь Даниловна, тогда потом приготовьтесь. Ага, ваше выступление. Значит, во-первых, я хочу всех поприветствовать, потому что я абсолютно ни с кем не знаком, но за исключением нескольких людей только, да. Я очень рад увидеть лица людей. Это очень, на самом деле, волнительно, потому что, когда мы переписывались в 2018 году, значит, через СМИ, там, через официальные какие-то бумажки, мы же все равно понимаем, что за всеми этими бумажками стоят люди. А сегодня, знаете, я очень поражен одной вещью, то, что абсолютно не организована ваша система коммуникации. Это сколько лет прошло? Это сколько лет Алроса существует и сколько лет Минприроды существует, это не в упрек абсолютно к определенным людям. Я считаю, что я обращаюсь только к организациям, юридическим лицам и ответственным лицам, которые должны за это отвечать. Почему такая рассогласованность? Я абсолютно чужой человек, я не из сферы экологии, я творческая личность, я музыкант и певец с психологическим и музыкальным образованием. И это в первую очередь бросается в глаза. Такая нерассогласованность, плюс еще нерассогласованность в стандартах, значит, анализа. Почему такая нерассогласованность? Алроса, значит, анализирует определенные данные, вы оперируете, Ленсман оперирует с другими данными. Почему такая несогласованность? Это очень сильно поражает. Я бы хотел попросить внести в протокол, чтобы сделали какие-то единые стандарты. Ну, а, наверное, же есть. Все-таки же не дураки сидят в Госдуме. Почему вот на практике получается так, что Алроса говорит, что у нас все окей, а Минприрода говорит, что все плохо, наконец-то. Это очень
очень приятно слышать, Лена Семеновна, очень приятно с вами увидеться, познакомиться, пока, хотя бы онлайн. Итак, что касается конкретно по, значит, Алросе, да, я считаю, что абсолютно их позиция ясна, и позиция Минприроды ясна. Но вы должны прийти, пожалуйста, хотя бы к организации коммуникации. Не надо защищаться каждый раз. Алроса защищается, Минприроды защищается, а между тем люди страдают. Уже больше месяца прошло, а Росприроднадзор абсолютно ничего не сделал. Как это понимать? И главный специалист этого заведения не может ничего не ответить. Абсолютно никаких ни к вам претензий, да, именно как к юридическому лицу я обращаюсь. Да? Я считаю, что это абсолютно безответственность, и персональная должна быть ответственность за это. А Алроса, мне бы хотелось, чтобы вы очеловечились, в конце концов, и должны наконец-то задуматься о своей репутации не только в Якутии, но и в России, и за рубежом. Потому что я, знаете, вот это все смотрел и прямо удивлялся. Как это так? Добывающая, очень богатая компания, которая не заботится о своей репутации. На английском языке надо выпускать эти все вещи, статьи. Я считаю, что мир должен знать. Значит, что происходит у нас в Якутии. Я со своей стороны буду по этому направлению работать, потому что мы все знаем, как мир относится сейчас к экологии и как относится к добывающим безответственным компаниям. Я считаю, что просто защищаться Алроса не должна. Она должна быть, во-первых, открыта, вот экологический отдел, который есть, да, или департамент, он должен быть очень ответственным по отношению к населению. Значит, уважаемый Любомир Николаевич, его эмоции очень оправданы. Я считаю, что вот то, что Сергей Витальевич, извините, пожалуйста, значит, вы познакомились, слава богу, что это произошло, а в 2018 году, хотя бы когда Вилюй пострадал по этому поводу, не было повода, да, видать, познакомиться. Вот, но меня это первым делом поразило. Итак, по существу дела, 3, значит, у меня пункта для того, чтобы вы внесли в протокол сегодняшнего, значит, встречи, уважаемые коллеги. Значит, инициировать Росприроднадзору и Министерству экологии Якутии, значит, на внесение изменений в законодательство об обязательном приостановлении лицензии недропользователя в тот момент, когда произошла экологическая ситуация, и сразу же, как только вы возбудили административное или какое-то там дело, Росприроднадзор, если у вас нет таких полномочий, инициируйте, пожалуйста, внесение изменений в законодательство, потому что ответственность недропользователя в добровольном порядке, если не получается организовать самим же экологам, которые там работают, да, и надо это делать на законодательном уровне. Я очень хорошо понял, что Алроса подкована в законодательстве, вы работаете там по своим положениям и так далее, да, но поймите, что за всем этим стоят люди. Вы свои экономические выгоды, которые вы берете, как говорится, из природы, как сказал наш президент, да, внесите, пожалуйста, в эту формулу человека. Обычного человека, который приносит доход в стране 50 миллионов рублей, я специально покопался, как минимум 50 миллионов рублей за свою жизнь. И вот посчитайте то поколение людей, которому могло родиться от этого человека в силу там, здоровья хорошего и так далее. Но так как у нас экология плохая, человек может пострадать. И представьте, сколько миллиардов мы теряем, даже с экономической точки зрения, да, если вот так посмотреть. Пожалуйста, внесите в свою формулу расчетов выгоды экономической людей, живущих, значит, в этой республике. И мы сегодня говорили только о реках, да, но и природа... Хорошо, Аял, давайте конкретно еще... переходите, потому что уже лимит ваш кончается выступление. Так, стандарты ПРО, пожалуйста, да, отработайте, чтобы у всех 3 лиц, я так понимаю, да, действующих, и, пожалуйста, создайте или регламентируйте
коммуникацию, ну это же элементарно, ребята. Хорошо, это понятно, Ял, к третьему предложению. Да, и мне бы хотелось в конце одно предложение. Я бы хотел обратиться к вам как к людям, к соседям по планете, да, то есть мы все должностные лица там и так далее, а как к людям, соседям. Пожалуйста, давайте просвещаться экологически, да, экология начинается с собственного тела, с собственного сознания. И я очень хочу призвать Алроса, чтобы каждый работник Алроса проходил какое-то экологическое просвещение, я не знаю, там, информирование, чтобы у людей в сознании, в подсознании заложилось экологический подход вообще к жизни, не только экономический. Спасибо. Хорошо, спасибо. Любовь Даниловна, только прошу очень кратко, потому что мы уже 2 часа заседаем. Некоторые уже, у меня даже шея затекла уже. Слышно? Слышно, Любовь Даниловна. Ага. Привет всем коллегам, друзьям и всем, которые сегодня присутствуют на нашем совещании. Очень хорошо, что вот этот вопрос подняли мы сегодня. Но я хочу отметить, во-первых, что здесь, на нашем совещании, должен был бы присутствовать глава муниципального образования Нюрбинский район. Чтобы люди знали на местах, о чем мы говорим, что принимается. Если на местах люди не будут принимать решения, не будут знать ничего, все наши решения, все наши потуги – это игра в одни ворота. Ну, во-вторых, создается впечатление, что компания «Алроса» очень плохо уделяет внимание к своим технологическим объектам. Ну, допустим, вот затопило рудник, прорвало хвостохранилище, сейчас прорвало трубопровод, а следующим объектом что будет? Они должны влаживать деньги в обновление своих технологических вот этих вот процессов, объектов, для того, чтобы вот такие моменты не повторялись. Вот это я подчеркну, что уделяется плохое внимание к этим своим объектам, и в протоколе это отразить. И Сильверсан абсолютно прав. Сегодня, значит, мы сидим, слушаем высказывания компании «Алроса», Министерства охраны природы и общего вот такого какого-то вот течения, направления для того, чтобы понять вот эту вот объективно вот эту ситуацию, очень трудно. И вот еще придут анализы этого Росприроднадзора, потом появятся, значит, данные Росрыболовства, и что мы будем между ними вот так вот ходить и выяснять, кто прав, кто не виноват. И поэтому им сесть всем за один стол и прийти к одному мнению. Ну, надо будет сделать и контрольные анализы, методику приведите к одному, и чтобы какие-то вот моменты ключевые были бы абсолютно правомерны. Вот это тоже включите, значит, в этот протокол. И вот тут прозвучала цифра 8 миллиардов рублей для того, чтобы оплачивать ущербы от экологических катастроф, которые происходят по вине компании «Алроса». Я хочу отметить, что ущербы, которые были предъявлены по аварии 2018 года, до сих пор не оплачены. И по Елегах, и там по Москве до сих пор не оплачены. Я предлагаю компании «Алроса» не ждать судебных процессов и добровольно оплатить вот эти ущербы. Пока, значит, как говорится, эти ущербы объективны в цифровом выражении, а через 20 лет они будут копеечки. Я предлагаю, значит, в добровольном порядке из этих 8 миллиардов рублей хотя бы частично выплатить ущерб по этим 2 объектам. И кроме того, этого 8 миллиардов рублей включить. «Алроса» должна повернуться, вот как Сильверсан сказал, лицом к людям. Включить, значит, создание особо охраняемых природных территорий по территории деятельности «Алросы». Ну, у нас, конечно, там есть и ОПТ какие-то, алмазы, это живые алмазы Якутии, вот есть природный парк. Но дело в том, что вот совершенно недавно тоже был ВКС по созданию геопарка Мирного при участии РГО. Вот такое вот мероприятие было.
И вот, значит, РГО предложила в этот геопарк включить, значит, объекты самого Мирного, и в частности эту трубку, которая вот, ну, вот стоит сейчас вот эта трубка МИР. Я предлагаю, что это объект, значит, режимный, там вот, создавать какой-то геопарк и с этим как-то выступать в российских мероприятиях, международных мероприятиях. Это было бы очень, ну, нехорошо с точки зрения... Значит, хорошо. Любовь Даниловна, спасибо большое за хорошие предложения. Я кончаю. И поэтому я предлагаю Алросе создать геопарк Кемпингяй. То есть объект, значит, готов к этому. Научное обоснование есть. Если надо будет, то я со своей стороны помогу составить документацию. Хорошо. Так, теперь Михаил Михайлович Чиросов, вы хотели пару слов сказать? И, наверное, на этом прекратим, завершим наше обсуждение, потому что у нас еще и второй вопрос есть. Да, у нас еще второй вопрос. Тем более, что вот звезда у нас не появилась, поэтому мы должны с вами уже обсудить, что она который раз уже не появляется у нас, мы ее приглашаем на наш общественный экологический совет. Ага. Так что давайте, Михаил Михайлович, давайте коротко, ясно и четко ваше выступление. Вы где, Михаил Михайлович? Хорошо. Значит, Михаила Михайловича нету, ну, будем подводить тогда черту. Ага. Вот, сегодня можно я выступлю быстро? А? Можно я быстро? Петр Николаевич, давайте, представьтесь и очень быстро. Ага. Петр Николаевич, на сегодня являюсь начальником отдела подготовки научных кадров в сфере Восточного федерального университета. Ну вот я хотел бы поддержать тоже Аяла, но здесь я хотел бы добавить кое-что. Еще в начале 2017 года, если я не ошибаюсь, в Общественной палате Республики Саха-Якутия мы как раз обсудили деятельность, ну, скажем, взаимодействие Росприроднадзора и Минэкологии. И тогда же Общественная палата порекомендовала как раз привести соответствие взаимодействия между надзорными органами и разработать какую-то методичку или какой-то документ. Вот. И поэтому можно было бы вот этот документ вытащить с архива Общественной палаты и уже развивать уже надо. Вот. И второй момент это то, что на сегодня по выступлению мы поняли, что в основном идет как бы отбор проб воды, да, именно с верховьев реки Марта. Но общественность именно ссылается, скажем так, говорит свое отчаяние именно в основном о жителях, которые живут в низовьях реки Марта. Вот. И, соответственно, все-таки мы уже сколько лет говорим о том, чтобы анализ, вообще мониторинг реки Марта постоянно велся, начиная с истока до устья. Вот. И на сегодня нам надо продумать, уже если Общественная палата и Алроса, и органы власти как бы особо не заинтересованы, надо продумать какой-то механизм или проект, который бы мог развить вот эту систему мониторинга на постоянной основе. Есть же у нас, например, в крупных городах Москвы, там, России, Москва, там, Новосибирск, Томск и так далее, где уже постоянно идет данные о тех или иных показателях. Но здесь надо в мониторинге учесть один момент – геологию бассейна реки Марта. Потому что есть у нас определенные моменты геологии, где выходят там базальт, там и другие там горные породы, и также и влияет на химический состав воды там, и так далее. Вот с учетом вот этого химического состава, если будет у нас постоянные данные, которые обновляются хотя бы не каждый день, а хотя бы неделю один раз. И надо обязать, чтобы недропользователи постоянно выставляли свои данные. Как вот да, Петр Николаевич, говорит, понятно, да, вот это еще раз чтобы не скрывали те или иные данные. Хорошо. Ага. Все? Больше у вас нет предложения? Ага, хорошо. Ну, дорогие Михаил коллеги, Михайлович будет говорить, нет? Нет, наверное, он уже свой, это как его шанс упустил.
Почему? Ага, куда-то убегал, переодевался, видать, или еще что-то. Нет, вы ошибаетесь, Дмитрий Михайлович. У меня были технические проблемы, но я как админ сделал кое-какие правки. Ну, у меня кратко не получится, поэтому извиняюсь. Не, ну кратко, Михаил Михайлович, мы уже 2 часа работаем. Давайте, беречь время. Я буквально вам 3 минуты даю, чтобы ясно, четко выразить свою мысль. Хорошо. Давайте. По поводу воды, которая бьет в воду и увеличивает это взвешенные, это и есть как раз то, что можно называть кощунством, потому что можно было более аккуратно все это сливать и верить качеству воды. Конечно, мы должны, если есть объективные показатели к этому делу. Маркерные элементы, мне кажется, уже бесполезно доказывать, что это природного характера, потому что уже доказано. Теперь по поводу протоколов, которые ваша лаборатория Удачинская имеет, надо, на мой взгляд, сделать решение, чтобы московская организация, которая выдает сертификационные материалы, даже для ведомственных лабораторий, она проверила выдачу. Есть определенная методика, в которой там невозможно что-то стереть и поправить, если она уже заложена в базу. Теперь, как всегда, роль Росприроднадзора, как всегда, мне понятна. Я считаю самым нехорошим человеком, который ругает больше всех Росприроднадзор. Очередная схема, данные, которые они сейчас собирают, это, мне кажется, уже упущенные возможности. По поводу закачки минеральных вод в бесплотные, мне кажется, вообще эта методика стоит вообще с позиции общественности пересмотреть, потому что как можно в горные породы закачивать в твердую основу что-то жидкое и с какими-то характеристиками. Поэтому то, что вот министерство сейчас предлагает так в мягкой манере первый там пункт рассмотреть, корректировать, мне кажется, надо уже вообще поставить под сомнение такие технологии. Теперь по данным, которые существуют, которые все сравниваются, все ссылаются Алроса. Я вот случайно вчера зашел в рабочую комиссию, они обсуждали такой вопрос и спорили. У них есть данные Института Новосибирска и Института международоведения, которые говорят о том, что про большой проблеме, которая существует по закачке вод, и данные Института прикладной экологии Северо-Восточного федерального университета, они противоречат друг другу, хотя на заключение ЕПС есть куча замечаний экспертных, что это не объективно. Поэтому эта технология ставится вообще под сомнение. Ну и под конец, как обобщающее, Алроса сделала все, чтобы убрать из своих комплексных исследований, которые идут по линии Фонда будущих поколений и которые выполняет Академия наук Республики Саха-Якутия, опять же, силами в основном Северо-Восточного федерального университета, при всем его уважении, там убран технический блок, который как раз и могли выполнять институты, которые имеют вот технический вопрос, контроль. Сейчас настолько далеко ушли технологии, что можно фактически ставить маркеры, которые оперативно, простые, кое-какие вещества прямо фиксируют. Хорошо, Михаил Михайлович, это понятно. Этот вопрос можно даже на научно-техническом совете обсуждать, да, по комплексной программе. Я думаю, общественный совет может поставить вопрос, чтобы вернули технический блок и поставили его на новой основе, потому что все, что сейчас происходит и будет происходить, это связано с техническими проблемами. Михаил Михайлович, этот вопрос был решен еще на совещании при главе Республики Саха-Якутия. Да, если у наших технарей есть готовые предложения, то Алроса всегда их готова применить, она тогда сказала. Там то, что вы будете изучать там, когда лет 10, и потом нам какую-то технологию предложите. Это зачем? Давайте в решение запишем в нашей мы имеем право поднять вопрос о технических проблемах, потому что все проблемы из-за технических вещей, то, что они не дают возможности как-то оценить состояние. Мне кажется, компании самой было бы выгодно, чтобы технические вопросы поставить под научный и общественный контроль. Они бы сразу существенно решили все проблемы. Спасибо. Ага, хорошо. Ну все, дорогие коллеги, будем подводить черту под сегодняшнее наше заседание. Вот прозвучало очень много мнений, много фактов. И, как мы видели, есть разобщенность у наших контролирующих органов даже. Одни такие данные, другие такие данные и так далее. То, что нет взаимодействия между компанией и Министерством экологии, я это хотел немножко бы оспорить, потому что компания очень плотно работает с Министерством экологии. Мы с вами, как члены Общественно-экологического совета, который здесь уже
Не первый раз встречаемся с компанией, когда они представляли свои предохранные программы, плюс с разными связанными тоже с такими вот проблемами. Ну и самое главное, я бы хотел подчеркнуть, чтобы, вот как сказали, компания должна работать на опережение, а не того, чтобы это, как его, мы узнавали, что из соцсетей и так далее, где-то произошла авария или еще что-то такое, чтобы компания была открыта именно, и именно самое первое, она сразу бы сообщала всем, да, что вот так у нас это где-то. Плюс такие вот переходные периоды, ну, особенно когда, значит, к весне, весна и так далее, чтобы Сергей Витальевич, Полина Сергеевна, у вас были бы дежурные такие бригады, что-либо, которые следили бы все за этим и оповещали население. Хотелось бы получить от вас больше открытости. У вас есть, ну, сейчас соцсетей у нас очень полно, Инстаграм экоцентра есть и так далее. Если бы вы каждые свои действия выставляли там, и поменьше было к вам бы вопросов. Да, и с тем, чтобы вот, ну, еще на опережение, чтобы компания работала, конечно, вот сейчас не только у нас это, как его, то, что у вас износ оборудования, может быть, идет. Мы живем в очень интересное время. Это у нас и природные изменения идут. Это изменения, глобальные изменения климата. Тает мерзлота. Все это вымывается из наших мерзлых грунтов, что только оттуда не вымывается. Тем более в вашем регионе, значит, куча этих аварийных, подземных, ядерных взрывов и так далее. Откуда эти вот стронции появляются и так далее. Вы выкапываете или оттуда это выносится. Вот это надо все делать и информировать население. Главное к вам вот, ну, то, что случилась авария и так далее, это контролирующие органы решат, да, все поставят. А мы как общественность вот сегодня как наконец-то получили вот эти, ну, ту информацию, которая есть, да, информация от Минприроды и так далее, а не то, что мы там в соцсетях кто-то пишет, это пишет, да. Вот это наше преимущество. И поэтому я вот прошу членов нашего общественного экологического совета тоже вот сегодня, которая была информация, доносить тоже до людей, если кто блогер и так далее. Именно это я бы хотел сказать, что самое главное в резолюции, чтобы компания в первую очередь, да, была открыта информационно. Я знаю, что у вас есть вот эти все эти возможности. И чтобы мы, общественность, всегда знали, что что-то может быть там или случится то, что вы делаете. Вот тут, это как его, Любовь Даниловна, например, это как его задает вопрос, что вы создавали ОПТ и так далее. А мы знаем, что вы вложили деньги, например, вот это создание ОПТ на хребте Чекановского для сохранения популяции дикого северного оленя. Почему нет этой информации? Почему народ не знает об этом? Много у вас предохранных проектов. В прошлый раз, когда это было, например, вы когда озвучили, сколько вы денег даете муниципальным образованиям, да, по программе сохранения окружающей среды. После этого мы стали вот это как бы приглашать на наши общественные, вызывать, вернее, не приглашать, а вызывать тех глав муниципальных образований, да, которые получают от вас деньги для этого. И тогда мы увидели, что, скорее всего, благодаря Любомиру Николаевичу, да, только глава Нюрбинского района прибыл, я лично отчитался, на что он использует эти деньги. Другие муниципальные образования, там, кто там, это представители ЖКХ прислал, кто что. И получилось так, что, ну, куда они эти деньги девают? Они, видать, дыры в бюджете закрывают. Они именно те деньги, которые получают от компании, влаживают то, на что они направлены. Вы сами помните в муниципальных образованиях, какие программы у них были по охране окружающей среды. Это просто отписки были. Так же? Ну вот. На этом, наверное, мы завершим обсуждение первого вопроса. Поблагодарим за участие представителей компании Полину Сергеевну, Сергея Витальевича, Алексея Дьячковского. Он здесь есть. Алексей Прокофьевич. Да. И если что, может, в заключение бы что-нибудь Дьячковский скажет, да, Алексей, или нет? Вот здесь? Он был. Был, да. Ага. Ну ладно, тогда мы на этом, как его, завершаем этот вопрос, переходим к следующему вопросу. Иннокентий Михайлович, да, мы тоже пару слов с Полиной Сергеевной. Полина Сергеевна, просто
Кратенько. Ну, я буду, наверное, абсолютно кратно. Спасибо большое за возможность еще раз вот так поговорить, то есть в открытом диалоге, потому что мы всегда считаем, что конструктивный разговор между законом и бизнесом, да, и представителем, то есть там общественности, он очень-очень важен, потому что позволяет, скажем так, решить те вопросы, которые, ну, на сегодняшний момент существуют. Поэтому еще раз спасибо всем участникам. То есть, как я подтверждаю, сейчас мы закончим программу, я направлю в адрес Анжелики Егоровны, то есть эта информация будет. Точно так же, то есть если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, звоните, обращайтесь, мы всегда готовы ответить. Спасибо еще раз. Коллеги, я тоже хочу поблагодарить, Иннокентий Кимайлович, спасибо вам огромное за то, что организовали такую важную для нас встречу и обсуждение. И спасибо всем коллегам, которые выступили. Действительно, это для нас тоже очень важно услышать информацию, те вопросы, и нам возможность выступить и высказаться. Поверьте, мы действительно настроены максимально работать экологично, прозрачно. Те там моменты, которые случаются, в любом случае, вы абсолютно правы, давайте будем обсуждать. Ведь открытость – это, в принципе, основа всего, чтобы не было как раз вопросов, которые возникают вот сейчас, да, где-то в соцсетях. Поэтому мы готовы представлять эту информацию и любую информацию обсуждать с вами. Спасибо большое за общение. Всем здоровья. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания.